Раньше обычного в Пермском крае начался сезон сбора рыжиков. Любители тихой охоты приносят из леса полные ведра. Но, как выяснилось, происходит это не везде. О самых грибных на сегодня местах расскажет Дмитрий Буланов. Маслята переросли уже, вот вышли рыжики. Опытные сборщики говорят, сезон наступил раньше обычного, уже привыкли, что точить ножи и готовить корзины нужно к концу августа. Все дело в погоде, считает Геннадий Шайдуров. После дождей тепло, вот и рыжиков уже много. Попадаются боровые, они земли вот. Но они ядреные, хорошие. Семейка бывает. Сегодня нашел штук 10 подряд. Однако, чтобы все-таки не пройти много миль впустую и действительно наткнуться на грибную поляну, нужно знать, где прошли дожди. В Верхюсе сейчас любителей тихой охоты много, и у каждого богатый улов. А вот в соседних районах рыжиков либо нет совсем, либо мало. Рыжики встречаются хорошие, они только что, видимо, их сезон начался. Встречаются боровые, но так средних размеров. Грибы попадаются целые, без червей. В лиственных лесах сейчас можно найти красноголовики. Ну а за рыжиками местные жители идут в ельники. Они прячутся под густой травой. Времени сидеть на месте нет. Люди в лесах каждый день. С утра сбор, а после начинается готовка. По словам Галины Рязановой, рыжики нужно готовить в тот же день. Тогда они сохраняют все вкусовые качества. О, видишь? Какая красота. Рыжики сейчас пока только соли маринуем. Для засолы рецепт прост. Кто-то кладет грибы, соль, укроп, кленовый и лавровый лист, чеснок. Кто-то добавляет грибам только соль. Дальше ставят под гнет и дают настояться в течение нескольких дней. После перекладывают в банки. А вообще способов приготовления не счесть. И пельмешки сделают, и котлетки сделают, и с картошкой пожарят. И икру. Большинство делаем еще и икру. Сейчас люди вновь ждут дожди, тогда рыжиков будет много. Если сохранится благоприятная погода, тогда сбор продлится до середины сентября. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести.